Hem бүгінгі сіздің дәрісте, лекцион дәріс, екінші шығанақлар Аня Павелькова, она будет вести на русском языке. Анна, очень числе, она участвовала и в нашем форуме в рамках образовательной программы, которую мы проводим в рамках форума IT-Билер. Форум очень много с нами работал, сотрудничает, и поэтому... Так, Аня, она чуть больше о себе сейчас расскажет. Так, Аня, передаю слово вам. Окей, приняла. Да, давайте, мне сейчас нужно... Давайте попробуем поработать немножко с чатом. Кто был этим летом или предыдущим летом на форуме, и кто был у меня на занятиях? Есть такие? Напишите в чат, если такие есть. Еще, я так понимаю, что здесь преимущественно школьники, и напишите, пожалуйста, еще свой класс. В каком вы классе, чтобы я понимала, опять же, кто с вами работает и где. Вот, я буду очень благодарна, если кто-нибудь из вас включит видеокамеру, потому что очень тяжело, знаете ли, разговаривать сама с собой и смотреть только на себя. Вот, поэтому если кто-то из вас сможет со мной, сможет не улыбаться, будет очень, очень проще и легче. И еще последний вопрос тоже, чтобы я понимала, есть ли у кого-то опыт редактирования в Википедии и вообще пытался ли кто-то что-то уже делать? Вдруг. Не знаю, может быть, пытался делать какие-то мелкие правки или что-то еще. И, наверное, нет, еще один вопрос. Просто, опять же, наверное, для себя. Мы тут давайте будем честны и не будем, как бы это сказать, отвечать, делать тот ответ, отвечать так, как от вас хотят услышать, скажем, то, как оно на самом деле есть. Какая ваша мотивация? Что вам интересно? Какая ваша мотивация? То есть, что вы хотите получить от этого курса? Редактировал текст на заказ. Прикольно. Ну, в общем, да, давайте вы пока отвечайте, а я пару слов скажу о себе, поскольку, как я понимаю, меня не видели раньше преимущественно. В общем, меня зовут Аня, Аня Белькова. В Википедии Бирюлик. Давайте я вот сейчас быстренько вам скину профиль, чтобы вы понимали, как это выглядит. Я не буду вам шарить экран, это, мне кажется, излишним. Я вам просто быстро сейчас скопирую ссылку на свой профиль. Как вы видите, я занимаюсь преимущественно какой-то такой образовательно-популяризаторской деятельностью, рассказываю о том, как устроена Википедия, обучаю, работаю много с школьниками, студентами. У меня уже 2 года есть курс в Высшей школе экономики тоже для студентов вышки. И так или иначе мы работаем. Основная моя деятельность долгое время разная, она редакторская или там, менеджерская в сфере научной коммуникации, но сейчас я занимаюсь только вики-проектами. И сейчас, кстати, у меня очень большой проект с одним из... Есть такое агентство инвестиционного развития Республики Татарстан. Вот я с ними сейчас работаю. Мы делаем до конца года им порядка 150 статей про экономику республики. Вот все районы Татарстана будут написаны нами до конца года на русском, татарском, английском. Вот. Такой большой проект, и занимаюсь я преимущественно Википедией и даже зарабатываю на этом.
и даже умудряюсь как бы не помереть с голодом. Есть такой нюанс. Естественно, это все не тема нашего разговора. Тема нашего разговора более скучная. Давайте немножечко про пруфы, про источники. К чему вообще все это нужно? Если вы пытаетесь что-либо добавить в Википедию, вам в любом случае нужно это доказать. Неважно, это будет, даже если вы, например, знаете, очень хорошо понимаете, что в статье написана неправда. Например, есть статья про улицу, да, и вы живете на этой улице, и, например, написано в статье, что на улице установлен памятник, а вы знаете, что он там не установлен. Ну, нет его там физически, ну, типа вот живете вы там и знаете, что его нет. Вы не можете просто прийти в Википедию, удалить информацию и написать, например, в описании правки, что типа нет, я вот точно знаю, что нет. Это не пройдет. Почему? Потому что в Википедии есть все-таки некоторые правила. И правила означают то, что вам нужно доказать любое ваше действие, которое касается содержания статьи. Это должно быть, ну, соответственно, либо доказательство, либо опровержение, что, по сути, тоже как бы доказательство, просто другой точки зрения. И если, например, вы приходите удалять информацию о том, что нет такого памятника, вам нужен источник, в котором написано, что памятник убрали с улицы. Не знаю, сняли памятную доску, снесли памятник, не знаю, просто сломался, какой-нибудь акт вандализма, неважно. То есть нужно, чтобы кто-то из новостей написал это у себя в СМИ. Давайте теперь попробуем, опять же, вопрос к вам. Если вы нашли эту информацию, например, где-нибудь в городском паблике во ВКонтакте, ну, знаете, там, не знаю, подслушано в Казани, условно, можете ли вы ссылаться на эту информацию в Википедии? Давайте в чат. Или можете включить голос и голосом ответить. Ну, как вы думаете? А если, скорее всего, нет, то почему? Какие предположения? Смотрите, есть такая история, вы, наверное, знаете, что такое фейк-ньюс. Нет, это неофициально, только подтвержденные источники. Хорошо, а если это сайт города? Ну, например, сайт администрации города, и администрация города говорит, что мы снимаем этот памятник и увозим его, там, не знаю, на 2 года на реставрацию. Вот этот источник подойдет? Если это, не знаю, какой-то сайт, ну да, администрации города, муниципального какого-нибудь района. Это вполне себе официальный источник. Вот на него вы сможете сослаться? Смотрите, значит, есть такое правило в Википедии. Любое правило в Википедии ищется вот в той же самой поисковой строке, где вы ищете просто название статей, только ищется оно через Википедия, двоеточие, и дальше что-нибудь. И вот я, например, авторитетные источники. Сейчас вам пришлю такое прекрасное правило, чтобы вы могли ознакомиться. Если коротко, мы говорим о том, что источники Википедии делятся, ну, грубо говоря, на 2 части. Это те, которыми вы можете, те, которым вы можете доверять, и те, которым вы не можете доверять. То есть тут история идет даже не про, ну, как бы, тут полная формализация. То есть есть некоторый набор признаков, по которым мы определяем, можем мы доверять этому источнику или нет. Например, регистрация медиа в СМИ. То есть когда вы видите, например, какой-нибудь, не знаю, условно, давайте какой-нибудь «Ведомости». У любого СМИ в России обязательство, ну, именно у СМИ, которые средства массовой информации, у него есть обязательство зарегистрироваться в этом статусе и получить свой номер регистрации. И в конце, то есть в заметном месте, на главной странице, обычно в конце страницы, внизу, вот в так называемом подвале, есть информация о том, медиа это или не медиа. Ну, то есть, как бы, точнее, СМИ это или не СМИ. То есть, есть у него регистрация или нет, официально или нет. То есть, в этом смысле вы просто перекладываете ответственность за информацию, которую они пишут, то есть
она может быть даже неправильная, но вы перекладываете ответственность на редакцию и говорите, что типа вот, ребятушки работают, у них целая редакция, у них есть ответственный главред, типа они, ну, как бы ерунду говорить не должны, поэтому мы можем на это ссылаться. Но даже у таких медиа есть какие-то источники, которые вы тоже не можете брать как основание. Давайте подумаем, что это еще может быть. Ну, например, вышел материал, где вот, ну, не знаю, шел журналист по, не знаю, по показанию и внезапно там обнаружил кого-нибудь, ну, просто подходил ко всем и спрашивал. Вот, например, подошел он к вам и спрашивает, что, типа, знаете ли вы что-нибудь про то, что на этой улице убрали памятник? И вы такой, да, я живу на этой улице, я знаю, что там убрали памятник, вот, его там точно нету. И, соответственно, журналист это пишет, он дает его, там, не знаю, в «Ведомостях», да, условно, такое интервью с жителями города и говорит, что, ну и, соответственно, вот вы на это натыкаетесь. Можете ли вы этот источник использовать в Википедии как информацию о том, что с этой улицы действительно убрали памятник? Какие варианты? Как вы думаете? Опять же, если нет, то почему нет? А если... Ну, то есть, да, логично. Если человек, ну, как бы любое интервью мы считаем неавторитетным источником, потому что, ну, мало ли, что человек может наговорить, да? Это касается всего чего угодно. Это касается истории о себе. Если мы говорим, например, о биографии, не знаю, футболистов или там актеров или чего угодно. Или там, если он рассказывает о другом, то есть, например, часто бывает так, что, не знаю, человек рассказывает о работе компании, да, и мы не можем написать информацию об этой компании, основываясь только на его разговорах, ну, потому что кто знает. Но при этом, если, например, вы сказали, что да, нет там никакого памятника, и журналист пошел ногами на эту улицу и посмотрел. Ну, или там, например, до этого посмотрел, а потом ходит и узнает, типа, кто знает что. И вот если журналист где-нибудь в самом начале дает информацию о том, что, типа, мы выяснили о том, что, типа, ну, там, физически сходили и посмотрели, что действительно этого нету. Там, не знаю, мы запросили данные у администрации, администрация сказала, что памятник увезли на реставрацию. Ну, а дальше, например, идет часть интервью с жителями. Вот такому источнику мы можем доверять? Можем ли мы его использовать в Википедии в качестве доказательства того, что действительно памятника нет? Да, действительно, мы можем это взять, потому что, во-первых, здесь есть редакционная работа, как бы человек проверил, человек запросил информацию, во-вторых, ну, как бы, если просто есть сайт администрации, где администрация говорит, что мы увезли, да, это на реставрацию, это называется первоисточник. Первоисточник в Википедии слабый очень источник. То есть мы формально при очень там ограниченных условиях, если совсем ничего нет, конечно, можем использовать, но мы обязаны оговориться, что, например, сайт администрации города сообщает, и дальше мы говорим, что он сообщает, а не потому, что типа вот там написано, значит, это правда. То есть мы как бы немножко перекладываем на них ответственность и говорим, что типа вот эти ребятки сказали. При этом, если, например, эту информацию проверил источник, у которого есть регистрация СМИ, то мы уже говорим, что да, хорошо, это отличный источник, проделана работа, и все замечательно. Окей. Например, нам нужно сделать историческую справку о том, кто сделал, ну, например, какой скульптор этого памятника и когда он был установлен. Где мы будем смотреть эту информацию? Какие есть варианты? Куда бы вы пошли смотреть, если бы это была, не знаю, какая-нибудь курсовая работа, какой-нибудь мощный доклад, что-нибудь такое? Где бы вы смотрели эту информацию? Ну, допустим, архив, да, архив — это хороший источник. Еще могут быть какие-нибудь энциклопедии города. Вообще слово «энциклопедия» — это, знаете, такая большая такая неоновая вывеска о том, что, типа, смотри, мне можно доверять, я хороший источник, слово «энциклопедия». Мы еще можем посмотреть, что еще может быть, какие-нибудь путеводители по городу. Путеводители вообще очень слабые источники, но надо смотреть, опять же, там есть нюансы по редакции, но в целом, если это какая-нибудь там такая прям академическая, очень такая пыльная книга, чем пыльнее,
обычно, тем она более надежная. Ну, вот проверенные сайты — это такая тоже, знаете, расплывчатая история. Мы можем посмотреть архивы газет. Мы можем посмотреть какие-нибудь печатные медиа. Вы не забывайте, что есть все-таки печатная пресса. Вот все то, что публикуется вот такими форматами, которые вы в жизни больше не видели, потому что, ну, как бы это не ваш возраст, вот оно как раз хороший источник. То есть в любой библиотеке городской есть подборка типа районных каких-то ну, изданий, газет, журналов, еще чего-то такого, где вы можете действительно посмотреть, то есть вы, например, услышали, ну, условно, там, нашли где-то на сайте, что установлен памятник тогда-то. Вы приходите в библиотеку, подходите к такому прекрасному человеку, как библиотекарь, они там, знаете ли, сидят не просто так, они действительно просто прошаренные люди в этой истории, они могут вам найти все, что угодно, любого жука из любой там книги. Вы к ним подходите и говорите: смотрите, вот мне нужно проверить в таком-то, вот там типа есть 2 даты, и вот, например, май. И мне нужно проверить, когда это было установлено. И библиотекарь говорит: сейчас я тебе найду. И она просто, или он, ну, скорее всего, она просто вытаскивает тебе через поисковик там нужный, скорее всего, оцифрованный там, журнал нужного года и говорит: вот твой источник, бери, иди. Где еще можно посмотреть информацию? Ну, во-первых, любые книги. То есть то, что мы называем, например, Google Books или, опять же, сайты библиотек очень часто содержат просто поисковые формы, в которых вы можете посмотреть, где упоминается что-то, ну, та тема, которая вам нужна, посмотреть, если это в книгах, опять же, посмотреть эту книгу, может быть, в открытом доступе в интернете. Если вы ее находите, то замечательно. Если вы ее не находите, ну, скорее всего, ее можно легко найти в той же библиотеке, тоже у той же прекрасной женщины-библиотекаря. Вы просто приходите и говорите, что... Ну, или там, не знаю, упростите себе жизнь по максимуму. Вы просто подходите к библиотекарю и говорите: вот у меня такая-то тема, помогите мне найти все, что только можно на эту тему. Выдадут просто вот такую гору, и вот все, что вам выдадут в библиотеке, точно будет хорошим источником. Но, конечно, не всегда хочется идти куда-то ногами, а иногда даже невозможно, когда это пандемия, поэтому мы смотрим что-то в интернете. И вот что у нас еще есть. Помимо СМИ у нас есть медиа как таковые. Ну, то есть медиа — это просто, ну, условно, какой-то сайт, где содержится информация, новости, там, разные форматы. И вот давайте подумаем. Если, например, есть медиа, которые выглядят как СМИ. У них просто нет регистрации, но они абсолютно такие же надежные. Очень часто такие медиа бывают в сфере культуры, что как бы иногда, как бы, опять же, приходится использовать в Википедии. Мы можем им доверять, если они выглядят не как, не знаю, сделанный на коленке сайт. Как мы еще можем проверить? Мы можем просто поискать в Википедии по названию ресурса или даже, знаете, просто по его ну, вот этому названию из URL, да, из ссылки, вот название, точка, и там что, ком или ру, или что угодно, ну, например, там, известия.ру, да, вот это вот латиница, вы просто ищете это внутри Википедии, и если вы видите, что есть статьи, в которых используется это как источник, ну, скорее всего, его можно использовать как источник, но это локальный такой способ проверки, не всегда надежный, потому что иногда бывает такое, что вы условно, ну, когда-то это было опубликовано, а после этого сайт попал в черный список. Ну, то есть вы пытаетесь что-то опубликовать, а вам Википедия говорит, что эта ссылка находится в черном листе. Что делать? Что вы будете в этот момент делать? Какие есть варианты? Какие есть догадки? Какие есть идеи? Вот у меня 2 варианта. Либо вы там уже начали писать Википедию, либо вам очень скучно, и зачем я тогда все это рассказываю. Вариант такой. Можно, конечно, ничего не делать, ну, то есть просто вы не опубликуете никаких изменений. Вариант другой. Можно поискать замену этого источника, то есть посмотреть, что вообще еще есть. Вариант третий. Можно попробовать как бы поговорить с википедистами, что, может быть, этот источник попал в черный список случайно, и его надо оттуда исключить. Тут как бы такой момент, я вот приводила этот пример уже
недавно тоже с такими же ребятами, как вы. В общем, иногда бывает так, что какой-то сайт попадает в черный список, потому что до этого кто-то очень сильно злоупотребил. Ну, например, есть ресурс с биографиями петербургских архитекторов. И вот кто-то просто пошел копипастить с этого сайта Википедию, то есть банально, да, ну, как бы хорошая информация, все здорово собрано, но мы не можем просто взять и скопировать информацию со страницы и без изменений поставить ее в Википедию, потому что это нарушение авторских прав. Кто-то писал, этот кто-то имеет полные права на текст, и он не соглашался как бы текст в таком же виде вставлять в другой материал. Поэтому вы должны, ну, как бы переписывать то, что вы берете. Но бывают люди, которые это просто как бы копируют. И вот кто-то накопировал очень много, и вот чтобы этого человека остановить, ну, его нельзя было поймать, потому что он, например, делал с разных айпишников, просто добавили этот источник в черный список. И когда ты ссылался на этот сайт, Википедия не давала тебе записать источник. Ну, там прошло уже, например, несколько лет, и уже как бы совершенно спокойно, наверное, можно воспользоваться этим сайтом, но сейчас, ну, просто никто не потрудился убрать этот источник из черного списка. Дайте, пожалуйста, знать, у кого из вас уже есть учетки, кто регистрировал учетную запись. Я сейчас объясню, зачем этот вопрос. Кто делал учетную запись в Википедии, у кого она есть? Вообще, чем раньше сделаете, тем лучше. В общем, когда вы регистрируете учетную запись, вам приходит приветственное сообщение. Приветственное сообщение на вашей странице обсуждения выглядит как такая рамочка с какими-то основными ссылками на правила. Вот не... как бы она там не просто так. Она нужна для того, чтобы действительно дать вам быстрый доступ к основным каким-то правилам, которые нужно понимать перед тем, как прийти в Википедию, в том числе, как работать с источниками. И вот под этой рамочкой обычно есть ник человека, ну, то есть ник другого участника, и вы можете написать этому участнику и сказать, что типа «Здравствуйте, я новичок, ваше как бы имя тут указано, вот можно я обращусь к вам?» Как правило, там не как правило, а 100% там ники тех википедистов, которые участвуют в проекте наставников и которые согласились отвечать на такие вопросы. То есть если вы, например, наткнулись на момент, когда ваш источник в черном списке, а вы не знаете, что с этим делать, потому что, ну, как бы источник выглядит хорошо, вы можете написать этому своему наставнику и сказать: смотрите, вот у меня такой-то источник, помогите мне его оценить, и можно ли, типа, его восстановить. И я тогда совершенно спокойно на него сошлюсь. Ну, вот. И, соответственно, человек, который вам ответит, он вам скажет, что с этим делать, и даст вам правильную ссылку на форум, и скажет, типа, что нужно написать. Да, это некоторый набор действий, ну, как бы, да, придется где-то что-то пописать, ну, как бы, ну, это общение, вы же в магазин ходите, разговариваете с продавцом, то же самое примерно внутри Википедии, там тоже есть люди, там тоже очень, как бы, понятные правила, то есть, ну, если просто поговорить словами через рот или, например, руками через клавиатуру, в принципе, можно очень многое получить, в том числе и достичь ваших результатов. Давайте вернемся к источникам. Сколько у меня времени осталось? Организаторы, сколько у меня времени? У Ладно. вас еще примерно 10 минут, Аня. Слышно, да? Да, все слышно, отлично. Хорошо, то есть мы выяснили, что у нас есть плохие источники. Это первые источники, это какие-нибудь официальные сайты. Ну, примерно все официальные сайты, которые вы знаете, они первоисточники, ну, то есть, ну, так себе. Второе, интервью. Ну, потому что человек может сам о себе сказать чего угодно или там о любой другой теме, соответственно, ну, мы так, серединка на половинку, можем этому доверять. Любая реклама, само собой. Если вы видите, что на сайте написано, что это рекламный материал, это партнерский материал, это какой-нибудь спецпроект, еще что-нибудь, это 100% рекламный материал. Какой бы он хорошо сделанный ни был, к сожалению, для Википедии это плохой источник, потому что за него заплатили заинтересованные люди. Ну, зачастую, вот тут как бы тоже такой прям очень тонкий момент. Часто бывает, что редакция говорит своему, не знаю, плательщику, что, во-первых, да, мы можем сделать материал, мы можем написать хороший
Ну, это знаете какой-нибудь там сайт N+1, который про науку пишет? Вот он, например, говорит какому-нибудь, не знаю, университету, кто у нас там наукой занимается, МГУ условно. Он говорит, да, у вас офигенная лаборатория по квантовым коммуникациям, но мы не будем писать про вашу лабораторию, мы напишем про квантовую коммуникацию в целом и просто упомянем в тексте, что вы, типа, вы тоже как бы этим занимаетесь, у вас такие-то успехи. И вот вся та информация, которая про квантовые коммуникации, написанная хорошим редактором, хорошей, прям лучшей редакцией по науке в России, по-хорошему, ее, конечно, можно было бы использовать, но в России все неоднозначно. Ну, я имею в виду в русской Википедии, все неоднозначно, поэтому тут тонкий лед. Но в любом случае, все, что написано рекламой, нельзя. Пресс-релизы. Вообще отдельная история. То есть если вы на сайте, в новостях, в СМИ видите, что это типа пресс-релиз, то есть это то же самое интервью, но со стороны компании. То есть компания присылает какую-то новость в СМИ по-хорошему должна это проверить, должна это переработать и потом только выпускать. Очень часто СМИ это публикуют как есть. Соответственно, ни о какой проверке информации речи не идет. Соответственно, википедисты просто считают, что пресс-релизы по умолчанию плохой источник. Первоисточником еще считается, например, книги, которые выпущены в этой организации, которую вы пишете. Ну, например, вы захотели написать про свой университет, а история университета есть только в книгах, которые этот же университет выпускал. Понятно, что в советское время никто не будет больше писать про этот университет. Но, опять же, к сожалению, это аффилированный источник. Не значит, что вы не можете его использовать. Вы можете его использовать, вы можете взять оттуда информацию, но не забывайте, что это должна быть максимально нейтральная информация. То есть если в то время, как, значит, вот эти вот университеты пишут, что мы там в 30-е, 40-е, 50-е годы сделали, значит, там столько-то пятилеток, вы просто говорите, что, например, статистика условно, да, там с 30-го там, по там, 50-й год университет выпустил столько-то человек. Очень нейтрально, максимально нейтрально, безэмоционально, без всех этих восторгов из книги, совершенно спокойно можно взять. Что еще? Нюансы, блоги. То есть любые соцсеточки, любые, прости господи, ЖЖ, если оно еще живо, любые другие сайты, которые в формате блога, мы не можем тоже их брать, потому что даже если писать, ну, то есть если там, на этой платформе будет писать кто-то очень важный. Ну, например, знаете, по истории такой есть Эдвард Радзинский, может быть. Он такой еще высоким голосом говорит, такой вот прям историк из детства. По телевизору был часто. Вот если он будет условно на своем сайте писать что-то по истории, мы не можем отсылать на его сайт, какой бы он там хороший историк ни был. Это как бы основа, опять же, Википедии в том, что, ну, это платформа задает все. Не человек решает, а платформа решает. Вот, это база по поводу оформления. Тут вам нужно знать фактически, ну, прям самый минимум. Ну, то есть сама ссылка на СМИ. То есть если у вас есть книга, как бы, ну, и какое-то любое печатное издание, неважно, если оно выпускалось, в принципе, когда-то в печати, ну, естественно, вам ссылка не нужна, да, ну, как бы даже если она есть в интернете, вам не обязательно ее прикладывать, вы просто как бы говорите, что вот название такое-то. Авторы. Не всегда на сайтах, где новости, не всегда есть авторы. Ну, вы просто это опускаете, но тем не менее. Ну, естественно, заголовок. Заголовок статьи или название книги, а в ней название главы. Эти вещи вам нужны. Если у вас есть книга, то вам нужны еще страницы. Опять же, не всегда они будут, но по-хорошему их нужно указать, на какой странице это. Ну, это нужно для того, чтобы человек мог перепроверить. Что вам еще нужно? Дата публикации. Это нужно, опять же, для того, чтобы понимать, насколько актуальна информация, которую вы указываете. То есть если вы, например, пишете там, про тот же самый памятник, да, что там, в 2019-м, что его нет на улице, а сейчас на дворе 2020 его вернули, то понятно, что это уже не актуальная информация. То есть вам по-хорошему нужно найти уже что-то новее. Поэтому вам нужно писать дату, когда это было опубликовано. Ну, в книгах это проще, это просто дата выхода, только год. В случае новостей вам нужна еще там месяц и дата. И это, в принципе, все. То, как это публикуется
лучше делать отдельным занятием. Я думаю, что организаторы вам покажут, как уже непосредственно оформлять это. Но по факту это те вещи, на которые вам нужно обращать внимание. Вот, давайте оставим время для ваших вопросов. Любых, не только по источникам, вообще все, что в голову приходит. Да, можете включить камеру, включить звук, задавать вопросы, можете в чат написать. Да, я вот сейчас сижу просто такая над чатиком, как Аленушка, и не вижу ни одного вопроса. Либо слишком понятно, либо никому не нужно. Вот. Что, собственно, скорее всего, слишком понятно. Вы выбрали уже темы? У вас есть какие-то идеи, о чем вы будете писать? Давайте я вам быстро скажу такой секрет, что не обязательно писать прям статью с нуля. Можно написать раздел статьи. Уже есть какая-то статья, и в ней, например, не описан какой-то момент. Не знаю, есть, например, статья про ваш город, в статье про ваш город, если, например, какой-нибудь маленький городок, да, про нее совсем не написано, не знаю, какая-нибудь культурная часть, что-нибудь про музеи, театры и все остальное. Вы можете совершенно спокойно это дописать. Нам не обязательно писать прям статью с нуля. Это тоже уже будет огромнейшим, очень крутым вкладом. Ну, видимо, без вопросов. Так, Да, документальные фильмы. Да, вот. Хороший источник. Смотри, с документальными фильмами тоже, вопрос вообще, красота. С документальными фильмами нужно быть очень аккуратным. То есть, например, берем современного Парфенова. Я надеюсь, что вы его смотрите. Парфенов очень такой маститый журналист, и он делает очень хорошие документальные фильмы. Например, у него был прекрасный документальный фильм про Прокудина-Горского или «Цвет нации», про меценатов, которые собирали картины, которые легли потом в основу Третьяковской галереи. Это очень хорошие источники для Википедии. Википедия, в принципе, можно использовать не только документальные фильмы, можно использовать даже видеорепортажи новостей. Википедисты не очень любят видео, потому что по ним не сделать Ctrl-F, то есть не поискать довольно быстро информацию, не проверить. Но в целом вы можете воспользоваться документальным фильмом, но, опять же, надо смотреть, чтобы он не был выпущен той организацией, о которой вы пытаетесь писать. То есть если вы пишете о университете, это не фильм университета. Если вы пишете о, не знаю, каком-нибудь театре, это не фильм театра. То есть, опять же, это как, знаете, как с книгами, которые выходят вот из этих организаций. Вряд ли кто-то еще про них что-нибудь напишет и что-нибудь скажет, но вам нужно, понимать репутацию, кто это делал. То есть это потенциально слабое место. Вот. Еще такой опыт, просто жизненный опыт, это если вы пишете о чем-то культурном, и, например, у вас есть в городе музей, который занимается этим, вы можете прийти в музей, натурально просто ногами, поймать там любого человека, который работает, и спросить, а кто у вас тут специалист, который отвечает, например, за это направление, я вот тут хотела бы написать, мне очень нужна помощь. Люди очень отзывчивые. Я так приходила в Петербурге в Петропавловскую крепость. Мы написали просто совершенно потрясающие статьи. Еще было не википедийное время, но люди очень отзываются и готовы вам выдать и список источников, и книги буквально у них они есть, потому что они этим занимаются, и вообще все что угодно помочь. Так писали музей-квартиру Кирова. То есть просто попросите помощи. Вот реально словами через рот лучшее вообще, что можно сделать. Написать письмо, например, тоже можно. У них есть обычная официальная почта. И можно просто на официальную почту написать, что здравствуйте, я вот тут начинающий википедист, у вас очень плохая статья про ваш музей, я бы хотела вам помочь. Мне нужны помогите мне подобрать все источники, которые есть про ваш музей. Вам будут. Все. Наверное, все, да? Да, в принципе, если вопросов больше нет, во-первых, хочу сказать очень большое спасибо за потрясающий рассказ про источники. Надеюсь, всем все было понятно. И за вот эти практические рекомендации, которые вы дали.
И надеюсь, у нас все получится. Это была вторая лекционная статья, уже следующая у нас будет практические занятия, вот, как раз-таки, как вы сказали, с демонстрацией экрана и так далее. Вот, попробуем вообще познакомимся с структурой, как редактированием и так далее, и так далее. И как раз-таки попробуем добавить парочку источников. Вот. Да, супер. Я еще скажу два момента быстро. Во-первых, я давала ссылку на свой профиль, там есть мои контакты. Вы можете мне писать в любой момент, лучше в Telegram, наверное, удобнее, ну, куда угодно вообще. Если у вас есть какие-то любые вопросы, даже самые глупые, просто пишите их. И второе, на странице в самом начале есть ссылка на Google документ, называется «Памятка невикипедиста». Вот там вся информация про источники еще раз дублирована. И вы можете все это почитать еще раз, и там чуть-чуть как бы менее эмоционально это все сказано. И еще есть среди видеозаписей тоже еще один про источники. Вот где-то там было как раз про оформление. Вот могу ошибаться. Все, я умолкаю. Спасибо большое, Аня. И надеюсь, всем все было понятно, и главное, всем все понравилось. Так. Всем удачи. Ага. Пока-пока.